Уважаемые депутаты, уважаемые представители общественных и политических организаций, спасибо за предоставленную возможность. Я понимаю, что все уже устали, и буду стараться максимально коротко изложить основные тезисы, тезисно свои впечатления по сегодняшней встрече. Ну, не могу не задать вопрос, Давид Витальевич, наверное, к вам, как главному организатору сегодняшней встречи. Каков был все же принцип отбора политических партий и организаций, которые должны сегодня присутствовать? Просто мне тоже масса представителей иных политических партий уже задают вопросы, почему не позвали нас. Да, у нас есть союз политических партий и объединений. Вот Леонид Иванович один из представителей, но он, как говорится, сейчас в статусе депутата здесь находится, а не в статусе руководителя партии. Да? И масса других организаций, которые также, я уверен, с удовольствием обсудили бы этот вопрос. Ну, как Ваш Государевич сказал, наверное, будет второй этап, да, учитывая ограниченность помещения, будет второй этап, где эти люди тоже смогут высказаться. Далее. Исходя из того, что я услышал, в основном мнение о том, что данный законопроект, я даже не хочу повторять те громкие слова, Тимур Йосикович, да, я говорю громко. Не в плане правильной громкости, а в плане смысла тех слов и содержания скужила говорит, если честно. Не дай Бог, чтобы нам пришлось обсуждать или мы сталкивались с такими вопросами, которые ведут к угрозе существования нашего государства, независимости и так далее. Это страшная вещь, и я бы хотел бы, чтобы этого не было, да, в обсуждении вопросов такого, так скажем, государственного характера, но не относящихся вот к таким угрозам. Здесь очень многое было сказано аргументов против законопроекта, против конкретных норм, которые прописаны. Кто-то считает, что законопроект нужен, но нужно внести изменения. Кам Валерьевич, Сой Иванович, ваша позиция тоже понятна. Кто-то категорически против рассмотрения, как уважаемый наш Леонор. Но я сейчас понимаю, что не формат и не время вступать в дискуссию и как бы аргументированно отвечать на те минусы, которые были озвучены. Я хочу другой вопрос задать всем нам, уважаемые дамы и господа, учитывая, что мы не каждый раз так встречаемся. Как нам быть с теми вызовами, с которыми сталкивается наше государство, наш народ? Какие именно? Все, начиная от социально-экономических, внешних вызовов, связанных с вопросами обороны. И можно тут продолжать и продолжать. Я прошу прощения, я мысль доведу до конца, если вы позволите. Если вы позволите, я договорю. Вызвала масса проблем, о которых мы сказали сегодня и не сказали их очень много. Это и проблемы языка, развития языка, это и демографические проблемы в плане смертности и рождаемости нашего населения, и ряд других глобальных и абсолютно важнейших для нашего государства вызовов и проблем. Мы все про них знаем, но мы сегодня про них почему-то не говорим. Видение президента, видение исполнительной власти, развитие экономического вектора заключается именно в развитии отрасли туризма. Если я очень прошу,
Если вы хотите, чтобы мы остановили комитет, а вы все испортите. У нас, я планирую еще комитет, не портите мне, пожалуйста, работу. Вас сегодня всех выслушают. Подождите, вас сегодня всех выслушают. Поэтому давайте их тоже выслушаем. Давайте нас Если вы позволите. если кто-то считает, принимает. А мы входим сейчас в дискуссию и спор. Если кто-то считает, что Говорили все присутствующие, всем нравилось. Если кто-то хочет считать, что он может уйти. Если это не интересно, позволите, своими мыслями поделюсь дальше. Если позволите. Закончить мысль человека. Далее, с вашего позволения, хочу сказать, что те угрозы, о которых мы сегодня говорим, безусловно, и в первую очередь о них думает и за них, как говорится, беспокоится президент нашей страны, как и вся его команда. Я в этом даже не сомневаюсь. Но видение экономического развития именно такое. Если есть иные альтернативные варианты, мы готовы их рассматривать, мы готовы их обсуждать. Сегодня конструктивного обсуждения законопроекта в части не получилось и априори получиться не могло, потому что формат другой. Да? Сегодня мы слышим, что его даже рассматривать не стоит. Хорошо, скажите нам, пожалуйста, что делать с уже имеющимися фактами правоотношений, которые мы наблюдаем с 18-19 года. Мы видим, что происходит. Практически идет строительство недвижимости. Можно я закона не было, они уже строятся. Почему не даете уже сегодня идет застройка. Уже сегодня идет недвижимости, как продажа. Вопрос не заканчивать. Вы как юрист понимаете, что в рамках гражданского законодательства все это происходит в рамках действующего законодательства. Никто закон не нарушает. Но при этом государство остается в стороне, никаких поступлений дополнительных и интересов государства в данном случае при осуществлении Знаете, когда мы говорим свое мнение по поводу, вы предлагаете это одно, а нам говорят то, что не существует, это другое. Вы говорите, Кто-то считает, что не соответствует. Мы не вступаем в диалог, здесь формат другой. Последнее, что я хочу сказать. Дорогие друзья, я как сейчас говорю, как просто гражданин Республики Абхазия. Я хочу выразить поддержку нашему парламенту. Я уверен, что парламент нашей страны примет единственно верное решение. Единственно верное. Вот какое вы решение примете, такое будет верным. Не, как говорится, не поддаваясь на давление ни с одной, ни с другой стороны. в общем, наши земли государство будет на аукцион продать. По поводу здесь упоминания. Можно нам нельзя, да, получается? Таким образом, я не согласен. По поводу заявлений президента в Общественной палате. К сожалению, имел место факт средствами массовой информации искажения слов, которые сказал президент. Стоп! Два слова! Там не было такого. Уважаемый.
ценю Лариса Петровна. Правильно? Я консультирую, что сказал президент. Я не позволил этого. И никакого депутата там не было. Уважаемые коллеги! Пусть говорит. Наведи порядок в парламенте. А ну! Те, кто не может слушать, я прошу выйти. Потому что это уже просто ни в какие ворота не лезет. Вы что нельзя там паспорта имеют. Остановитесь, слушайте, вы не имеете кого-то патриоты. Мы все вместе будем соответствующее решение принимать. Давай, я скажу. Ты меня понял? Ты можешь танцевать вправо. В конце концов, Мы все знаем, слушай, не так вопрос. Я прошу прощения, Борисович. Что ты его пугаешь? Тимур Лёсикович. Дай говори. Дай задали вопрос. Если кто-то не может слушать. Можно вопрос задать? Скажите, Неужели вам не интересно настоящую версию? Давай, я предлагаю закрыть заседание. Мы депутаты выслушаем лично, тогда слушай Глазовича. Большое всем спасибо. На что ты скажу, но с ними согласен. Знаешь, что получается наша информация, что у нас получается, что они...